Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Аслан Бжаня посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. В Абхазии продолжаются Дни культуры Чеченской Республики. Дети, паралимпийцы по плаванию из Донбасса проходят в Сухуми спортивные сборы. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжаня в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Глава государства в сопровождении вице-президента Бадры Гунба, спикера парламента Лаши Ашуба, министра обороны Владимира Ано, начальника генштаба вооруженных сил Владимира Савченко и секретаря Совбеза Сергея Шамба также посетил воинские части Минобороны. Президент проконтролировал ход исполнения данных им поручений по ремонту одной из воинских частей. 15-16 марта в республике отмечают 30-ю годовщину мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки при поддержке с воздуха и с моря, прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Как считают военные историки, операция по освобождению столицы от врага оказалась неудачной, так как у молодой абхазской армии к тому времени еще не было достаточно опыта ведения боевых действий. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести. Фотовыставка «Лица 222 героев», посвященная памяти погибших воинов в мартовском наступлении Отечественной войны народа Абхазии, прошла в Государственном музее боевой славы имени Ардзенба. Также посетителям была показана кинохроника «Боль превозмогшей матери», автор, председатель Союза журналистов Руслан Хашик. В фойе Абхазского государственного драмтеатра открылась выставка фотографий известного военного фотокорреспондента Виталия Кецба. Здесь представлены 50 фотографий героев мартовского наступления. Экспозицию посетил вице-президент Бадра Гунба. После открытия фотовыставки в фойе театра Государственная хоровая капелла исполнила песни в память о погибших в ходе мартовского наступления. Затем в театре был показан спектакль «Гумистинская баллада» по пьесе Анзора Мукба, режиссер-постановщик Мадин Аркун. 16 марта по всей стране пройдут памятные мероприятия. Начнутся они в 10 часов в Парке славы с церемонией возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В 16 часов у Гумистинского моста состоится акция памяти. В 17 часов возложение цветов к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба в селе Нижняя Шера. Зажжение свечей в память о погибших в мартовском наступлении. Мероприятия, посвященные 30-й годовщине мартовской наступательной операции, организуют Министерство культуры, столичная администрация и Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал промежуточный отчет руководителя управления капитального строительства Тимура Агрба о ходе ремонтно-восстановительных работ на объектах военной и социальной инфраструктуры, финансируемых за счет собственных средств республиканского бюджета. Как сообщил начальник УКСа, в этом году будут завершены работы, не выполненные в полном объеме в 2022 году, в числе которых капитальный ремонт детского сада в Пицунде. В Ачамчирском районе завершено восстановление автомобильного моста в селе Лабра. Капитальный ремонт второго сельского моста продолжается. Выполнены кровельные работы в Доме культуры села Чло. Проводятся строительно-монтажные мероприятия в фельдшерско-акушерских пунктах сел Адюбжа, Пакващ и Кутол. В ближайшее время в селе Пакващ также начнется восстановление автомобильного моста. Сдан в эксплуатацию мост в селе Кацыкыт. Строители приступят к ремонту второго моста в этом же селе. Начальник УКСа также сообщил, что намечен ремонт кровли 2 жилых квартирных домов в Тхорчале. Подрядные организации нацелены на продолжение мероприятий по берегоукреплению на
реках Кадор и Псо, также ремонтных работ на таможенном посту Псо. Среди других важных объектов – Сухумский мемориальный пантеон, ремонт которого завершается. Премьер-министр обратил внимание руководителя УКСа на важность контроля качества проводимых работ и соблюдения сроков их выполнения. Кроме того, как подчеркнул Александр Анкваб, в рамках подготовки к курортному сезону необходимо приступить к восстановлению придорожной инфраструктуры, остановочных пунктов и санитарно-гигиенических объектов. На должность уполномоченного по правам человека в Абхазии представлены 3 кандидатуры – Гунды Джейния, Анна Скишмари и Диана Кирселян. Этот вопрос был рассмотрен на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике и вынесен для обсуждения на ближайшее заседание сессии парламента. Госдума ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Абхазией, направленный на усиление ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, сообщает ТАСС. Предусматривается возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним излишне полученных родственниками умерших пенсионеров из-за несвоевременного извещения о факте их смерти. Кроме того, предусмотрена возможность взыскания этих сумм с виновных лиц. Также протокол закрепляет возможность беспрепятственного перемещения через границу грузов, необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения. Народному писателю Абхазии Алексею Гогу исполнился 91 год. С днем рождения Алексея Ночевича поздравил президент Аслан Бжания. Глава государства отметил выдающийся вклад писателя в развитие абхазского языка и литературы и пожелал ему долгих лет жизни, здоровья, благополучия и творческих успехов. Комиссия по государственной премии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры объявляет конкурс на соискание премии. На конкурс допускаются произведения, увидевшие свет в 2020-2022 годах. Заявки на выдвижение принимаются до 1 июня. Отмечает свой юбилей судья в отставке Лидия Трещева. От имени Верховного суда и всех судов общей юрисдикции с 80-летием Лидию Трещеву поздравила председатель Верховного суда Саида Бутба. Отметив ее неоценимый вклад в построение и развитие судебной системы Абхазии, Саида Бутба пожелала Лидии Евгеньевне крепкого здоровья, мира и благополучия. В Абхазии продолжаются Дни культуры Чеченской Республики. Во вторник на сцене Государственной филармонии свое мастерство показали оркестр народных инструментов, солисты Чеченской филармонии и мужская хоровая капелла «Илла». Вечер получился по-кавказски зажигательным. Зрители горячо реагировали на выступления чеченских артистов. О ярких номерах, бурных эмоциях и об единстве народов и культур в репортаже Шазины Ханагуа. Бурными аплодисментами зрители Госфилармонии встретили мастеров искусств Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Концерт открыл оркестр народных инструментов под управлением заслуженного артиста Чечни Рамзана Багасаева. В репертуаре произведений известных чеченских композиторов. Оркестр передает самобытную культуру Чечни и представляет ее на самых разных концертных площадках, как в республике, так и за ее пределами. Оркестр – носитель культуры, хранитель нравственных традиций Кавказа, раскрывающий образ жизни, глубинные истоки характера горцев, душа Чечни. Творчество оркестра является примером единства народного искусства и эстрады. Через несколько композиций к оркестру присоединились молодые абхазские музыканты, солисты музыкальной группы «Апснафолк». Показываем свою национальную музыку, кавказскую музыку, нашу чеченскую народную музыку. Надеюсь, вам понравится. Всего у нас в коллективе 20 человек. Ну, приехало только наш 15, вместе со мной 15 человек. Очень хорошо приняли, гостеприимный народ, очень веселый, добродушный, отзывчивый. Большое спасибо. Мы
очень рады, что действительно приехали сюда, в Абхазию, и познакомились с вашими достопримечательностями, с людьми. Дай Бог вам всего хорошего. Зрители концерта смогли познакомиться и услышать чеченскую национальную музыку и соприкоснуться с культурой чеченского народа. Картину дополняли фотографии города Грозного на большом экране, которые иллюстрировали успехи в экономическом развитии Чеченской Республики, а также удивительную природу. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами. Представители эстрады исполняли песни на родном языке. Артисты выходили на сцену в национальных костюмах. Во время выступления заслуженной артистки Чечни Айны Исаевой один зритель из зала не удержался, устремился на сцену и стал танцевать вместе с певицей. Позже это повторялось несколько раз. Покорила сердца зрителей и мужская хоровая капелла «Илла». Коллектив представил публике 3 номера. Разнообразная программа. В патриотическом плане, в танцевальных ритмах. Восхваляем Кавказ. Вот у нас песня. Все великолепно. Народ очень хороший, отзывчивый, доброжелательный. В общем, кавказский менталитет. В общем, погода немного подудит, правда, а так все прекрасно. Организация Дней культуры Чеченской Республики в Абхазии позволит развивать дружественные отношения между двумя республиками, способствовать единению народов и культур. Выступавшие артисты высказывали слова благодарности за теплый прием и заботу, которыми их окружили в Абхазии. Нас привезли, это вот этнографический, по-моему, музей-заповедник, да, и вот если кому-то нужно приехать в Абхазию, и он попадает сюда впервые, то непосредственно нужно проехать именно через этот заповедник, потому что там мы узнали, наверное, все об Абхазии, настолько наполнились всей необходимой информацией, что мы как будто бы мы уже побывали в Абхазии ранее. С первого момента, как мы ступили на эту землю, нас очень тепло и радужно приняли, и, наверное, мы с собой это увезем и надолго-надолго оставим в памяти. Но и надеемся на совместное сотрудничество, потому что здесь мы уже с директором вашей филармонии обсудили дальнейшее сотрудничество, планы, программы, проекты, концерты. Ну, я думаю, тот узелок дружбы, который у нас уже здесь завязался, мы его уже никогда и не распутаем. Будем также тесно сотрудничать и, думаю, будем радовать наши народы. Я очень рад, что мы сегодня приехали сюда, к вам. Вот, тут будут проходить Дни литературы и искусства нашей республики. Ваши земляки увидят искусство, песни, танцы красивые, которые сегодня мы хотим вам предоставить возможность, чтобы вы увидели. Вот. Ну, я думаю, что понравится. Это сближает наши отношения, сближает, как говорится, культура, музыка нам жить и строить помогает. Поэтому мы готовы сегодня с полной решимостью показать вам вот то, что мы привезли сегодня к вам. Концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии стал ярким событием в культурной жизни Абхазии. А то, как приняли артистов абхазские зрители, еще одно доказательство братской связи двух народов. Шазина Ханагу, Фатима Герге, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол, посвященный проблемам демографии. Эксперты высказали мнение о сложившейся ситуации и предложили различные концепции развития демографической политики. Увеличение уровня смертности, падение показателей рождаемости, проблемы миграции. В ходе встречи спикеры обсудили множество важных тем. Можно выделить 5 угроз, которые негативно влияют на динамику народонаселения нашей страны. Первый – это уровень жизнеобеспечения. Слабый уровень медицинских услуг, вследствие чего приходится возить тяжелых больных в Россию или в Грузию. Высокий уровень смертности, связанный с последствиями эпидемии COVID-19. Высокая смертность от несчастных случаев, особенно от дорожно-транспортных происшествий, от которых в основном страдает титульная нация.
Другой угрозой является интенсификация миграционных процессов. Во-первых, это миграция традиционно сельского населения из села в города, и принятие ими городского образа жизни, что влечет за собой резкое снижение рождаемости. Другим еще более серьезным фактором является непрекращающаяся, а последние годы, особенно в связи с ситуацией на Украине, усилившаяся миграция в Абхазию неместного населения. Положительные показатели, конечно же, демографического развития в целом способствуют оптимизированному развитию экономической и социальной сферы, а негативные тенденции могут породить комплекс проблем, вплоть до кризисного состояния общества и государства. К сожалению, современные этнодемографические процессы, ныне происходящие в Абхазии, мало изучаются. Для проведения исследований необходим официальный статистический материал. Это данные, то есть о численности населения, возрастно-половой структуры и естественного воспроизводства населения. Расширенный репортаж с круглого стола, посвященного проблемам демографии, смотрите в нашей программе 16 марта. Житель поселка Цандрепщ обвиняется в незаконном хранении, перевозке и ввозе в республику наркотического вещества в особо крупном размере. Подробности в материале пресс-службы МВД. Жителю поселка Цандрепщ Матасян Акопу Самвеловичу 2000 года рождения вменяется преступление, предусмотренное частью 3 статьей 223 пунктом Б, частью 3 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Согласно материалам уголовного дела, вышеназванный гражданин незаконно приобрел, хранил и ввез на территорию Республики Абхазия из Российской Федерации наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое хранил в себе и выдал при личном досмотре в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. Оперативные мероприятия реализовали сотрудники группы уголовного розыска линейного отдела милиции на железнодорожной станции Гагра, линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии, задержав гражданина Матасян после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. В настоящее время гражданин Матасян отбывает 15 суток административного ареста за незаконное потребление наркотических веществ. Орган предварительного расследования выйдет в Сухумский городской суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственная группа линейного управления на транспорте МВД Абхазии. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. В ходе рейда проводился досмотр плавательных средств на предмет наличия необходимых разрешительных документов на управление, а также техническое состояние маломерных судов. Рейд проводился в плановом порядке. Было проверено 5 маломерных плавательных средств. Особых нарушений не выявлено. По словам руководства ГИМС, с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться. В современном мире люди перестали удивляться растущему числу одиноких стариков, тому, что они все чаще остаются без ухода и присмотра. Но мы расскажем совсем другую историю. Ассоциация российских соотечественников Абхазии занимается оказанием правовой и социальной помощи 82-летней Валентине Чагадаевой, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. Пожилую женщину без жилья и документов поместили в дом престарелых в Сухуми. О судьбе Валентины Чагадаевой и почему она осталась на улице, расскажет Эсма Гуланзе. Сколько вам лет? Ой, много. 82. Ну как же вы с 82 года коров пасли, как у вас сил хватало? Да вот и сейчас хватает, нога мучает. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, Валентина Чагадаева поражает энергией и жизнелюбием. Так получилось, что женщина проживала в приграничном селе Сакен в сарае. Ее пустили туда в обмен на то, что она будет присматривать за скотом. В феврале этого года женщина упала и сломала бедро. Я зашла в сарай, корову раздала. Тёлочка маленькая запуталась в веревку. Ну, она не маленькая такая. Я хотела ножку ей поднять. Она меня, так я только нагнулась, как бы, она меня ударила, как полетела на пол, и на это колено разбила ногу. А кто вам помог добраться? Да, соседка выгоняла телят. Я еле выползла на руках, я не ходила. Я кричу: Роза, 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 она прибежала. Снег шел, она меня вытащила с сарая. Мои эти ребята, пограничники, пришли. Они наложили мне лангет сразу. Один там брат с них, мальчик, и Максим, такие хорошие, они паёк мне принесли.
Неравнодушные люди обратились в Центр правозащиты российских граждан Абхазии с просьбой помочь Валентине Федоровне. Сложность заключалась не только в транспортной доступности места жительства Валентины Чагадаевой, но и в отсутствии у нее документов. Никакого гражданства, кроме советского, у женщины нет. Конечно, Валентина Федоровна не всегда жила в сарае. Ее муж был офицером советской армии. По долгу службы семья жила в разных городах и странах. После его смерти и распада СССР женщина лишилась и жилья, и работы. Удалось поместить ее в госпиталь, военный госпиталь. Кстати, вот пользуясь случаем, я действительно хочу поблагодарить руководство госпиталя, Алиаса Джинджоли, в том, что они отнеслись к бабушке, которая на самом деле не имеет родственников никого. И весь коллектив настолько отнеслись вот с пониманием, с душой, сердцем. Удалось ее устроить в дом престарелых, но благодаря Александру Золотинскому я хочу поблагодарить его за открытость, за то, что он помог в такие маленькие сроки устроить и помочь в этой нестандартной ситуации. Говорят же, мир не без добрых людей. Их усилиями Валентине Федоровне была проведена операция, и уже после ее поместили в дом престарелых в Сухуме. Детей не было у нее, и родственники отсутствуют. Прям вот незамедлительно откликнулся глава администрации Гулрыбского района Саид Харазия. Сказал в любое время обращаться по любому вопросу, что касается здоровья бабулечки нашей, Валентины Федоровны. И Дом Москвы принял активное участие, часто приходили, проведывали. Центр правозащиты прорабатывает возможность оформления Валентине Чагадаевой необходимых документов и социальных выплат. На данный момент женщина обеспечена всем необходимым. Эсма Гуланзе, Раму Камкия, Абхазское телевидение. С 1 марта по 31 мая в республике проводится перерегистрация пенсионеров. Соответствующее распоряжение подписано Кабинетом министров 28 февраля. Перерегистрация проводится с целью уточнения количества пенсионеров, состоящих на учете в отделах социального обеспечения Абхазии. Получателям абхазской пенсии необходимо в указанные сроки явиться в отделы соцобеспечения по месту жительства с паспортом гражданина Абхазии. Лицам, которые не успеют пройти перерегистрацию вовремя, пенсия будет выплачена за 3 месяца после прохождения процедуры. Однако, если пенсионер не проходил перерегистрацию более 6 месяцев, выплаты будут отсчитываться с того момента, как он ее пройдет. Граждане, которые не пройдут перерегистрацию, будут исключены из списков на выплату пенсии. Возможности взаимодействия Абхазии и Донецка в сфере спорта и паралимпийских игр обсудили в Ассоциации инвасодействия. В эти дни в нашей стране проходят спортивные сборы детей, участников паралимпийских игр из Донбасса. Приезд юных спортсменов стал возможен благодаря поддержке Абхазского союза туризма и торгово-промышленной палаты. Кроме оздоровительно-тренировочных мероприятий, для гостей также организованы различные экскурсии. Лаура Капш расскажет подробнее. В прошлом году в Абхазский союз туризма поступило письмо от Донецкой общественной организации «Дельфины» с просьбой вывести их подопечных на отдых и реабилитацию. Естественно, Абхазский союз туризма на это отреагировал сразу же. Деток пригласили на чемпионат России в Краснодар паралимпийского соревнования по паралимпийским. Я так поняла, по плаванию, именно по плаванию паралимпийскому, да. И деткам нужны сборы. Нужны срочно сборы, потому что, насколько я знаю, ребята тренируются на сухую, тренируются в дыхании в тазиках. Кто спортсмен, наверное, знает, что это такое. Дышат в тазик, чтобы сохранить дыхание. Данные сборы ребят свершились благодаря финансовой помощи и организационной, и Союза туризма, и торгово-промышленной палаты, конечно, в том числе. Потому что мы планировали деток принимать в апреле, в мае, когда уже потеплеет, солнышко будет светить. А тут здесь получилось так, что это было так вот очень спонтанно и срочно.
Дети-пловцы находятся в Абхазии уже неделю. Их разместили в отеле «Комфорт», в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В отеле есть и бассейн, в котором ребята уже тренируются, чтобы участвовать в чемпионате. На чемпионат России попасть абсолютно непросто. Тем более это чемпионаты сильнейших. Мы, конечно же, из-за того, что мы не имеем спортивных площадок из-за войны, мы не попадали туда. Но у меня очень хорошая с главным тренером, и с председателем Паралимпийского комитета, и со всеми ребятами. Мы знаем друг друга очень давно. У меня с ними хорошие отношения, и они всегда дают нам фору для того, чтобы мы могли попробовать свои силы. Мы хотим показать всем, доказать, что не важно, что ты инвалид. Это вообще, этого слова у нас нет и не было никогда. Да, война – это очень тяжело, это больно, это страшно. Ты не знаешь, как выживешь ты сегодня или нет. Но ты хочешь, и ты добиваешься. Вот оно, абхазское гостеприимство. То есть каждый человек, с которым мы общаемся, открывает перед нами свои двери. Что нужно, Тамила Валерьевна, что нужно? Давайте, какие вопросы, какие проблемы? Ничего не нужно. Просто дружить, обменяться контактами и дальше продолжать сотрудничать Абхазии и Донецкой Народной Республики. Это то, что нам очень необходимо. На встрече обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере спорта и Паралимпийских игр. Советник президента ТПП Вячеслав Цукба отметил, что торгово-промышленная палата рада содействовать подобным инициативам и подчеркнул, что в эти тяжелые времена надо быть рядом с друзьями и оказывать им всевозможную поддержку. Стоит отметить, что помимо оздоровительно-тренировочных мероприятий для гостей из Донбасса также организованы экскурсии и походы в театр. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска хорошая весть из Италии. Недавно стало известно, что найденные в итальянских архивах материалы подтверждают версию о том, что матерью Леонардо да Винчи была черкешенка. Таким образом, гипотеза нашего соотечественника, профессора Вячеслава Чирикба, нашла подтверждение. Напомним, несколько лет назад он издал книгу исследований, в которой обосновал мнение, что мама великого ученого и художника эпохи Возрождения могла иметь кавказское происхождение. Загадка Катерины, кем была мать Леонардо да Винчи. То, что мать итальянского мастера эпохи Возрождения была черкешенкой, утверждает итальянский писатель и профессор литературы Карло Веччи. Ученый обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Якоб. И в завершении выпуска информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 16 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью +7, 12, днем 15-20 тепла. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.